Здравствуйте, дорогие друзья. Интервью на БСТ в студии Алия Тагирова. И я рада представить гостью нашей студии. Это Юлия Белихова, руководитель Комитета семей воинов Отечества Российской Федерации. Юлия Александровна, здравствуйте. Хаумахагес. Да, я думаю, что для вас путешествие по регионам очень важно приветствовать именно на родном языке. Спасибо большое за такое внимание. Вы многодетная мама, вы активист, а ваш старший сын сейчас находится в зоне боевых действий. Давайте немного о нем. Самый старший, Егор, 26 лет, сегодня защищает нашу страну. Прежде всего, конечно, свою семью, которая здесь, в тылу. Здесь у него еще теперь 4 брата и 1 сестра. Причем 2 брата появились в прошлом году. Невероятная женщина, мне кажется, многие про вас говорят. Вот скажите, пожалуйста, что для вас стало тем главным шагом, когда вы решили возглавить этот комитет, войти вот в эту команду жен, матерей, сестер, которые сегодня в первую очередь поддерживают своих бойцов? Все началось тогда, когда началась специальная военная операция, точнее даже тогда, когда первые беженцы, вынужденные переселенцы, приехали в Подмосковье на 2 поездах на Рафаминск. И вот тогда это как точка отсчета, нового отсчета, все началось, потому что мы их встречали, помогали, сопровождали, рассаживали по... Непосредственно уже там были автобусы. И вся эта боль, которая была в их глазах, мы ее прочувствовали. Буквально нужно было несколько дней для того, чтобы понять, что нужно ответить на 2 вопроса. Кто ты в этой ситуации и чем ты можешь быть полезен? Потому что там беда, там больно, там помощь нужна каждого из нас. Потому что у них был один вопрос. Мы вам точно нужны? И когда ты отвечаешь на этот вопрос, ты должен не просто словами ответить, а делами ответить. И тогда пошли первые гуманитарные грузы, которые мы начали организовывать на освобожденной территории в зону специальной военной операции. А потом мобилизация. И когда старший сын, повестка, когда он садился в этот автобус, после речи военкома, в таком зале ДК, стало понятно, что тяжело. Просто тяжело. Ты не понимаешь, с кем ты можешь этим поделиться, потому что вокруг люди, у которых там никого нет, и они тебя просто не поймут. А кто тебя поймет? А кто тебя поддержит? Ну, конечно, семья. А кто еще? А вдруг кто-то такой же, но кому сложнее и кому тоже не с кем поговорить? И вот тогда возник Комитет семей воинов Отечества. На самом деле не могу сказать, что возникла идея, но сразу возникло сообщество мам, жен, сначала только не по всей России, да, а потом уже по всей Российской Федерации. Сегодня у нас 89 штабов в каждом регионе, в том числе в наших исторически старых, но новых субъектах. И важную историю, которую мы выполняем. Ведь все начиналось с того, чтобы было с кем объединиться, чтобы помогать. Но как помогать? Конечно, это гуманитарная миссия, которая сегодня в зону специальной военной операции, а сегодня еще и в Курск, и в Белгород. Наше приграничье, которому тоже досталось и достается. Разумеется, что когда вопросы юридического характера, нужно было организовывать юридическую службу, бесплатную, профессиональную. Поэтому возник проект КСВО «Право», который сегодня работает и помогает найти кратчайший путь до реализации прав. Потому что вопросы, вы знаете, ситуация бывает, казалось бы, 2 с лишним года война. Но поверьте, каждую неделю есть тот вопрос, ответ на который мы еще не знаем. Но мы очень хотим помочь, очень хотим узнать, как сегодня добиться реализации прав. Это, конечно, законодательная инициатива, которую мы отдаем. Есть наши победы. Это, конечно, расширение круга лиц по бесплатной юрпомощи. И сегодня туда входят и участники СВО, их семьи. Это, конечно, пенсия военным пенсионерам, которые заключали контракт или были мобилизованы, но почему-то военную пенсию им переставали платить. Многое удалось сделать. Сегодня 14 законопроектов очень важных, которые находятся у нас, скажем так, мы их передаем для того, чтобы реализовать право. Мы из маленького видим системное большое. Что нужно поменять, чего не хватает для того, чтобы... Ведь там сложно, и семьям сложно, но чтобы стало легче. Еще один проект – духовно-психологическая помощь. КСВО рядом. Отец Киприан, монах Киприан, который помогает нам. Епархии, которые есть на территории регионов. И мы работаем с разными конфессиями, потому что у нас есть 4 официальных религий в нашей стране. И здесь ни в коем случае нельзя быть направленным только на одно. И здесь мы работаем, потому что бывают случаи, когда, да, психологи есть, они работают. Разговор с психологом тоже наш проект, который существует. Но есть, когда психология не совсем справляется.
Здесь нужно о душе. И вот тогда как раз-таки КСВО рядом, отец Киприан и религия, которые сегодня есть официальные, нам помогают и епархии, и священники, и имамы. Мы работаем со всеми, чтобы спасти, душу спасти. Юлия Александровна, мне кажется, даже дня разговора не хватит, чтобы обсудить то, что необходимо сегодня делать. Вы приехали в Уфу в рамках проведения форума, в рамках встречи с семьями. Скажите, пожалуйста, вот основная цель, я понимаю, их много, но вот какую задачу для себя ставите? Первая цель – это сделать так, чтобы помочь им стать сильнее духом. Вот сильнее. Это невозможно сделать на расстоянии. Это невозможно сделать по ВКС или где-то написав статью в интернете. Это глаза в глаза. Когда ты говоришь, что ты рядом. Ведь сюда приехали сегодня в Уфу, и завтра будет форум. Приехали с разных регионов Российской Федерации. Из 14 регионов фактически приехали люди, штабы с активистами. Их нужно подбодрить, потому что очень сложно внутри региона самостоятельно не пасть духом. Вы представляете, к нам приходят с вопросами, с тяжелыми, пропавшие без вести, погибший, ранений, не выходит на связь, нет выплат, нет того, нет всего, различные. То есть человек приходит, ему плохо. Но тот, кто получает на себя, а это наши штабы, наши активисты, вот такую дозу радиации определенной, несправедливости, ведь им тоже нужна помощь. И наша задача им помочь. Но это делается только вот так, на расстоянии вытянутой руки. Когда ты понимаешь о том, что где тебе нужно плечо подставить, где тебе нужно приободрить, где тебе нужно помочь, как говорят у нас из федерального центра, хотя федеральный центр у нас, штаб центральный, перемещается по всем регионам Российской Федерации. Нам важно приехать к людям, их услышать и помочь. Поэтому здесь будет работать и приемная выездная, где будет и прокуратура, и различные органы власти для того, чтобы в индивидуальном порядке человек мог обратиться, его вопрос взяли на контроль и начали решать. Здесь индивидуальные, приватные, как мы их называем, разговоры с психологом. Не любой вопрос ты задашь из зала. Не всегда человек к этому готов. А вот один на один, поэтому здесь формат... Будет такая возможность. Конечно. Поэтому здесь формат и общего зала, где для всех и разъяснение, и преподавание, там, да, и патриотическая история, и индивидуальная. Потому что нам важен человек, конкретный человек. Организация ничего не значит, если она не может помочь конкретному человеку. И вот здесь нужно не упустить. Есть скромность. Вы знаете, мы в зале порой видим людей, которые боятся, стесняются где-то подойти, им неудобно. Есть вопросы неудобные. Мы их стараемся вытаскивать сами, мы их видим. Мы сами задаем первый вопрос. Есть уже такой навык даже, наверное, увидеть это. Конечно. Но вы знаете, вот банальный случай, не банальный, тяжелый случай. Сочи, самовольно оставивший часть. Ведь неизвестно, был пропавший без вести, тут же почему-то там через несколько месяцев поставили в Сочи. А если это маленькое поселение, а если разнеслось, и вот там твой сын дезертир, каково маме? Мама здесь, и не факт, что он дезертир. Ей нужно поговорить, а порой стыдно и неудобно. Мы таких людей видим. Мы стараемся сами подойти, мы стараемся сами разговорить, стараемся сами помочь, потому что бывает по-разному. Что касается работы в регионах, вот насколько налажена эта связь и с фондом «Защитники Отечества», и много же разных организаций. Вот удается выстраивать этот диалог, чтобы всем вместе помогать, системно? Вы знаете, нам нечего делить. Я всегда говорю, ну вот вам сколько обращений граждан? 100, 1000, 2000. Что делить? Проблемы людей, их решать надо. И здесь все должны объединиться для того, чтобы их решать. Это никакие не награды и не медали. Это тяжелое служение, тяжелейшее служение людям в непростых условиях. Потому что на самом деле есть война на передовой, и есть здесь за души, за умы, за сердца. Не время между собой что-то, какие-то находить там причины для того, чтобы не было взаимодействия. Конечно, оно есть. У нас сегодня ассоциация ветеранов СВО появилась. И нам тоже очень важно там помочь ребятам и вместе с ними делать такую, знаете, калибровку действий, чтобы не навредить. С фондом «Защитники Отечества», конечно, разумеется. Вы понимаете, мы ждали этого фонда, его создания, потому что это фактически такой военный фонд, единое окно, куда сегодня, да, только две категории обращаются. Это демобилизованные и семьи погибших участников специальной военной операции. Но давайте не забывать,
Каждый из нас, мам, жен, сестер, мы клиенты фонда в том или ином статусе. Дай бог, чтобы в статусе демобилизованного. Но это не точно. А этого пока никто не знает. Мы все клиенты фонда. Делить нам нечего, работать надо. Ну вот я знаю, что есть чаты, в котором находятся и жены, и мамы, то есть вы друг с другом общаетесь. У всех нет возможности с вами пообщаться. Вот скажите, пожалуйста, как к вам можно обратиться и вообще задать свои вопросы? Может быть, они не смогут лично приехать, но вот как-то дистанционно это можно сделать? Конечно, есть штабы в каждом регионе. Поэтому здесь, в вашем регионе, есть штаб Эльвира Мацкевич наша, которая его возглавляет. В каждом субъекте есть социальные сети у каждого регионального штаба. Пожалуйста, можно обратиться. Сложные вопросы, они в любом случае попадают ко мне. К сожалению, такие сложные вопросы есть, но из них рождаются инициативы законодательные, как, например, закон Зои Солдатовой, который мы пытаемся сейчас пробить, для того, чтобы не выселяли из служебного жилья по, у нас пример, сотрудник МЧС, 20 лет был в МЧС, это Бурятия. Зоя Солдатова, жена солдата, это настоящее имя и фамилия Зои Солдатова. Он был сотрудником МЧС, 20 лет отслужил, ушел на пенсию, но куда-то исчез с очереди, потом восстановился, но фактически жилье-то не получил. Да, ни субсидию, ни фактически еще жилье стоит в очереди на получение. Заключил контракт, ушел в зону специальной военной операции. Представляете, сейчас семью хотят выселить. Причем в отношении него исполнительное производство прекращено, его не выселяют, а вот жену с 2 детьми выселяют. Правильно ли это? Нет. Пока государство свое право не реализовало и не выдало субсидию или фактически жилье, никакого выселения быть не должно. И это законопроект, да, есть там статьи, которые нужно поменять. И мы будем обязательно пролонгировать эту историю, не пролонгировать, а делать так, чтобы эта история обязательно была. Потому что это важно. Это важно, и столько таких индивидуальных случаев, над которыми нужно работать. И в завершении нашей беседы вот я бы хотела предоставить вам слово. Может быть, у вас есть такое обращение короткое к семьям, чьи близкие сегодня находятся на зоне СВО? Дорогие мои, тяжело. Война уже больше 2 лет. Но нам очень важно здесь не сдаться, внутри себя не сдаться ни в коем случае. Сегодня 2 войны, одна из них за наши души. Но наши ребята сегодня героически стоят и не делают ни шагу назад. Они там отдают свои жизни, здоровье. Они находятся там для того, чтобы мы здесь жили. Не горевали, не утопали, жили. Вопрос как? Это самый главный вопрос. Каждый сегодня может быть полезен. Помоги тому, кому хуже. Через это ты будешь спасаться. Не дай разрушить внутри себя. Потому что тогда получается, что враг атакует нас здесь, без оружия, убивает нас здесь. Не делайте этого. Будьте стойкие духом. Будьте полезны сегодня. Найдите в себе силы. Приходите и помогайте сегодня точно таким же, как мы. И нашим ребятам. Потому что от нашей стойкости зависит то, как там ребята на передовой будут выполнять свой долг по защите Родины. Еще немножечко. Еще чуть-чуть. Я маленький солдат большой войны. Но нам еще раз нужна наша победа, которую мы уже не упустим. Дорогие друзья, Юлия Белихова, руководитель Комитета семей воинов Отечества Российской Федерации, была гостем проекта «Интервью». Оставайтесь на БСТ.